Специалисты МЧС России уделяют особое внимание детской безопасности, ведь в летний период очень важно организовать детский досуг. Сегодня мы расскажем вам о профессии спасателя-водолаза, а также продемонстрируем, как правильно спасти человека из воды. Но перед тем, как смотреть видео, пожалуйста, вспомните, умеете ли вы хорошо плавать, ведь очень важно рассчитать свои силы. Каждый день спасатели и инспекторы ГИМС патрулируют водные объекты, предупреждают граждан об опасности на диких пляжах, спасают и оказывают помощь людям. Находясь на отдыхе, люди расслабляются, переоценивают свои силы. Умеющие плавать пытаются далеко заплыть. Разогревшись на солнце, идут остудиться в холодную воду. От резкой смены температур может схватить судорога. Родители отвлеклись и не досмотрели за ребенком. Дети могут зайти глубоко, не понимая последствий. Вода – опасная стихия. Спасатели стоят на страже безопасности на воде и всегда готовы прийти на помощь. За моей спиной находится специальный автомобиль для перевозки водолазов и необходимого оборудования для проведения водолазных работ службы спасения Республики Саха-Якутия. Данный автомобиль специализирован и оборудован специальным водолазным оборудованием, куда входит в первую очередь это компрессор для забивки баллонов с воздухом, гидрокостюмы различного типа, различные маски, другое водолазное снаряжение, которое необходимо для проведения работ до глубин 12 метров. Перед нами находится гидрокостюм сухого типа из 5-миллиметрового неопрена, предназначенный для работы в холодной воде. Значит, он снабжен клапаном поддува и стравливающим клапаном. Когда у него лишний воздух, значит, через этот клапан стравливается вода. На гидрокостюме манжеты на рукавах и манжеты на шею. Дополнительно, значит, чтобы вода не попадала, у них уже вклеены специальные галоши. Чтобы работать в этом гидрокостюме, сверху на водолаза одевается тоже неопреновая маска. Для видимости под водой одевается полулицевая маска или одевается полнолицевая маска, которая непосредственно уже крепится к баллону с сжатым воздухом. Для того, чтобы водолаз мог опуститься на дно, учитывая, что у этого гидрокостюма большая положительная плавучесть, на пояс водолазу одевается дополнительный груз до 20 килограмм. Это специальный сплав свинца. На руки одеваются перчатки. Обязательно у водолаза обычно на ноге, либо внизу, либо выше, крепится специальный водолазный нож. Необходим для работы, для страховки и так далее и тому подобное.
Уважаемые родители, надеемся, наше видео поможет вам предостеречь беду. Помните, что ваша основная задача – это обеспечение безопасности ребенка. Чем чаще вы повторяете ему элементарные правила, тем скорее он их запомнит. Берегите себя и своих близких.